Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydur. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir su. Многоуважаемый Владимир Владимирович, уважаемые члены российской делегации, вновь хотел бы от всей души поприветствовать вас в нашей столице с государственным визитом, который имеет исключительно важное значение для дальнейшего продвижения, развития нашего стратегического по своей сути партнерства, союзнических взаимоотношений. Только что мы провели встречу, переговоры в узком формате, условились, что каких-либо проблем в повестке дня не существует. Это, конечно же, результат нашей совместной работы в рабочем формате. И можно констатировать, что основные соглашения, которые подлежат подписанию или заключению, подготовлены должным образом. Рассматриваю ваш визит как подтверждение особого характера отношений между нашими государствами, твердого настроя на их дальнейшее развитие в духе всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Для Казахстана, не буду скрывать, дружественные близкие связи с Россией представляют первостепенную важность. И вы хорошо это понимаете, и мы это хорошо понимаем. Благодаря совместным усилиям двустороннее сотрудничество продолжает уверенно развиваться во всех сферах, во всех без исключения сферах, и служит, можно сказать, образцовым примером межгосударственных связей. Как я уже сказал, мы провели достаточно успешные переговоры в узком формате, подтвердили взаимную нацеленность на укрепление нашего многопланового партнерства. Между нашими странами не существует каких-либо так называемых спорных вопросов, присутствует позитивная динамика. Мы неустанно развиваем сотрудничество, наполняя его новыми идеями, проектами. В этой связи хотел бы отметить большое значение принимаемого сегодня совместного заявления о 7 основах дружбы и добрососедства народов Казахстана и России. Этот документ отражает дух наших взаимоотношений и закрепляет общую приверженность их углублению на прочные, долгосрочные, что очень важно,
основе. С большим удовлетворением хотел бы отметить тот факт, что несмотря на непростую обстановку в мире, наше сотрудничество, особенно в экономической сфере, успешно развивается, объем торговли растет, о чем мы сейчас с удовольствием говорили во время встречи в узком формате. Крайне важно то, что участились взаимные визиты между регионами наших стран. И доброй традицией стало проведение форума межрегионального сотрудничества. Насколько я понимаю, следующий форум состоится в Омске. Мне сообщили, что примерная дата 20 августа, она вполне подходит и для меня, и для моих коллег. И я думаю, что именно в этот день мы могли бы провести форум межрегионального сотрудничества в Омске. Что касается показателей взаимного товарооборота, то в скором времени, я уверен в этом, он пересечет знаковую цифру 30 миллиардов долларов. И крайне важно то обстоятельство, что Россия является крупнейшим инвестором казахстанской экономики среди всех присутствующих здесь государств. Казахстанские вложения в российскую экономику превысили 29 миллиардов долларов. Это достаточно солидная цифра, очень хороший показатель. И, конечно же, это результат совместной работы администрации, правительств. И, как мы договорились, эта работа будет иметь свое успешное продолжение. На сегодняшний день сформирован пул из 177 совместных проектов с общим объемом инвестиций практически 53 миллиарда долларов. И хотел бы отметить, что 122 проекта вошли в так называемый операционный цикл, то есть реализованы, они работают. И это очень важно для того, чтобы продемонстрировать взаимную готовность к развитию сотрудничества. И это соответствует коренным интересам народов наших стран, поддерживается нашими народами. Особо хотел бы отметить культурно-гуманитарное сотрудничество. Мы сегодня об этом также говорили. Наши страны успешно взаимодействуют в сфере образования, науки, культуры, спорта. И, конечно же, это способствует дальнейшему сближению наших народов. Недавно в Астане состоялись Дни России в Казахстане, которые с большим воодушевлением были встречены жителями и гостями столицы. Знаковыми событиями в прошлом году стали открытие аллеи вечной дружбы Казахстана и России в Астане и сквера дружбы Казахстана и России в Москве. Укрепление гуманитарных контактов, прежде всего между молодежью наших стран, послужит проведение третьих игр будущего в Астане. Они будут открыты в конце июля и продолжатся в течение всего практически августа. Особо хотел бы отметить проект «Сириус» в Казахстане. Я лично поддерживаю, поскольку считаю, что он очень полезен для подготовки кадров будущего, так, если так можно выразиться. И мы приступаем к строительству соответствующих объектов и в Алмате, и в Астане, и полагаю, что пойдем дальше с точки зрения географии и повышения качества данного образования. Хотел бы выразить признательность всем людям, которые занимаются с вашей стороны этим вопросом, за решительность, готовность к дальнейшей работе, ну и за, так скажем, профессионализм и соответствующую гибкость, потому что есть вопросы, которые требуют надлежащего решения. И это очень перспективный проект. И что касается международных контактов, мы подробно обменялись мнениями на этот счет. Практически по всем вопросам международной повестки мы взаимодействуем, сотрудничаем. Хотел бы особо отметить тот факт, что Казахстан и Россия вместе работают, достаточно продуктивно работают в формате Центральная Азия-Россия. Думаю, что именно этот формат должен укрепляться в контексте того внимания, которое сейчас во всем мире проявляется
именно к региону Центральной Азии, о чем мы только что тоже достаточно подробно и откровенно говорили и высказали свою точку зрения. Я хотел бы выразить вам признательность за статью, которая была опубликована накануне визита. Очень интересная, содержательная статья. Она получила положительный отклик со стороны нашей общественности. И, конечно, за основные тезисы данной статьи в отношении внутренней политической стратегии нашего государства и всего того, что делается в нашей стране для укрепления ее экономического потенциала. И, конечно же, я буду говорить о том, что здесь роль России трудно переоценить. Благодарю вас за данный государственный визит. Он привлек огромное внимание со стороны и нашей общественности, и, полагаю, зарубежной общественности, профессионалов, международников. Мы будем и далее работать в направлении укрепления стратегического партнерства и союзнических взаимоотношений между нашими странами. Большое спасибо, уважаемый Константин Кемелевич. Российско-казахстанские отношения находятся на подъеме, динамично развиваются на принципах равноправия и взаимного уважения. В ходе вашего государственного визита в Москву в прошлом году мы зафиксировали в нашем совместном заявлении, что двусторонние отношения вышли на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства, союзничества. Так оно и есть. Мы работаем по всем направлениям. И, конечно, мы были очень рады видеть вас в Москве на торжественных мероприятиях 9 мая, посвященных 81-й годовщине Великой Победы. Мы чтим ратный подвиг фронтовиков, самоотверженность тружеников тыла, внесших решающий вклад в спасение мира от нацизма. Программа нынешнего визита объемная, насыщенная. Мы уже начали эту работу еще вчера вечером, и сейчас вот в узком составе нам с вами предстоит принять важные совместные заявления. Вы упомянули о нем, о 7 основах дружбы и добрососедства народов России и Казахстана. Подготовлен также солидный пакет межправительственных, межведомственных и коммерческих соглашений, охватывающих все сферы сотрудничества от экономики и энергетики до культурно-гуманитарных проектов. Уверен, как я только что сказал, что все это будет не только принято, но и ляжет в основу укрепления нашего фундамента взаимодействия. Россия в числе ведущих торговых партнеров республики. В 2025 году уверенно рост товарооборот. Мы тоже с вами упоминали об этом в узком составе. Реализуется 70 совместных инвестпроектов, и это только как бы начало, потому что мы обсуждали это, и наши команды хорошо поработали в ходе подготовки к сегодняшней встрече. Намечаются перспективные направления нашего сотрудничества, которые, безусловно, принесут очень хороший результат. Вы уже отметили взаимодействие регионов, хочу это подтвердить. Ежегодно проводятся форумы межрегионального сотрудничества. В ноябре прошлого года состоялась такая встреча в Казахстане. Это было 21-е мероприятие подобного рода. Не сомневаемся в весомой отдаче и от очередного форума, который пройдет, как вы сказали, в Омске 20 августа. Я тоже это пометил для себя. Уверен, это будет очень полезно. Говорили уже также и о культурно-гуманитарном сотрудничестве, о проектах в этой сфере. В ноябре 2025 года в Москве с успехом прошли Дни культуры Казахстана. Вот вы сейчас упоминали о Днях культуры России. Это очень важно для взаимодействия и на таком треке важнейшем для нас, как гуманитарный, и контакты между гражданами очень важны. Все это укрепляет наше взаимодействие. В вузах обучается около 60 тысяч граждан Казахстана. В республике действует филиалы 8 российских ведущих высших учебных заведений. Я особо хочу отметить создание по вашей, Касым Жанович Кемелевич, инициативе
международной организации по русскому языку, которая уже приступила к своей уставной деятельности. И хочу отметить, что и вчера в беседе с глазу на глаз, в неформальной обстановке, вы тоже об этом упомянули, причем сделали определенные замечания по поводу, как можно было бы организовать эту работу дальше. Опять я услышал очень полезные инициативы с вашей стороны. Хочу вас за это поблагодарить. В международных делах образцом конструктивного взаимодействия служит наша совместная работа в Евразес, ОДКБ, СНГ, Шанхайская организация сотрудничества, БРИКС и ООН. В Каспийской пятерке в формате Россия и Центральная Азия. Нынешний год отличает параллельное председательство наших стран в ключевых структурах на пространстве СНГ, Россия в Организации договора о коллективной безопасности. Саммит должен состояться в Москве в ноябре текущего года, а Казахстана в Евразийском экономическом союзе. В завершение программы госвизита мы вместе с другими лидерами стран-членов Евразес примем участие и в мероприятиях саммита под вашим председательством. Мы высоко оцениваем работу, проделанную казахстанскими партнерами по подготовке предстоящего заседания Высшего Евразийского экономического совета, на котором будут приняты важные решения по дальнейшему углублению интеграционных процессов. Ну, словом, мы работаем очень активно, работаем по всем направлениям. И хочу вас поблагодарить за приглашение. Не сомневаюсь, что наша работа будет с обеих сторон очень полезной. Спасибо большое. Уважаемые дамы и господа, начинается церемония подписания и обмена двусторонними документами. Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев и президент Российской Федерации Владимир Путин подписывают совместное заявление о 7 основах дружбы и добрососедства народов Казахстана и России. Председатель Агентства Республики Казахстан по атомной энергии Алмасадам Саткалиев и генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачев обмениваются межправительственными соглашениями об основных принципах и условиях сотрудничества по проекту строительства атомной электростанции на территории Республики Казахстан, а также о предоставлении государственного экспортного кредита для финансирования ее строительства. Министр просвещения Республики Казахстан Жулдус Сулейменова и министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов обмениваются межправительственным соглашением о создании и функционировании в Республике Казахстан международной общеобразовательной школы и центра по работе с талантами детей и молодежи «Казахстан-Сириус». Министр энергетики Республики Казахстан Ерлан Аккенженов и министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев обмениваются межправительственным соглашением о расширении сотрудничества в нефтяной сфере. Министр науки и высшего образования Республики Казахстан Саясат Нурбек и заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Константин Могилевский обмениваются межведомственным соглашением о финансировании расходов на обучение граждан Российской Федерации в филиале Казахского национального университета имени Аль-Фараби в городе Омске. Председатель Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу Жанат Элиманов и чрезвычайный полномочный посол Российской Федерации в Республике Казахстан Алексей Бородавкин обмениваются дополнительным соглашением к межведомственному соглашению о взаимодействии в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Председатель Национального банка Республики Казахстан Тимур Сулейменов и председатель Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина обмениваются соглашением о валютном свопе и меморандумом по вопросам противодействия мошенническим операциям. Министр транспорта Республики Казахстан Нурлан Сауранбаев и министр транспорта Российской Федерации Андрей Никитин обмениваются планом мероприятий по межведомственному сотрудничеству в области развития цифровизации на транспорте.
председатель Агентства Республики Казахстан по атомной энергии Алмасадам Саткалиев и руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Александр Трембицкий обмениваются планом мероприятий в сфере межведомственного сотрудничества в области регулирования ядерной и радиационной безопасности на 2026-2030 годы. Министр здравоохранения Республики Казахстан Акмарал Аль-Назарова и руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, главный государственный санитарный врач Российской Федерации Анна Попова обмениваются планом практических мероприятий по межведомственному сотрудничеству. Председатель правления акционерного общества «Национальная компания Казахстан Темиржолы» Талгат Алдыбергенов и генеральный директор, председатель правления открытого акционерного общества «Российские железные дороги» Олег Белозеров обмениваются планом совместных действий по развитию цифровизации грузовых железных перевозок. Уважаемые дамы и господа, церемония подписания и обмена двусторонних документов завершена. Жаслан Хасенович, благодарю за столь точную постановку вопроса, который действительно отражает то, что волнует каждого из нас. Речь идет не просто о технологиях, но и о новом качестве государственного управления. И именно это я хотел бы сегодня отметить. Уважаемые главы государств, уважаемые участники форума, дамы и господа, для меня большая честь приветствовать вас на форуме, тема которого сегодня определяет контуры завтрашнего дня для наших экономик и обществ. Искусственный интеллект больше не является лишь узким инструментом для IT-сектора, это новая реальность. Как главы государств мы ежедневно несем ответственность за безопасность, стабильность и благополучие миллионов наших граждан. И сегодня, глядя на стремительное развитие технологий, каждый из нас неизбежно сталкивается с фундаментальным вопросом, и он же является стратегическим. Как нам, лидерам государств, гарантировать, что этот колоссальный ресурс укрепить наш суверенитет, а не превратить наши страны в пассивных потребителей зарубежных цифровых технологий и алгоритмов? Уважаемые коллеги, за последние годы нами проведена масштабная работа по формированию современной цифровой экосистемы государства. Вступил в силу цифровой кодекс Кыргызской Республики, документ, создавший единую правовую основу цифровой среды от регулирования данных и цифровой идентификации до внедрения инновационных технологий и искусственного интеллекта. Развивается государственная облачная инфраструктура G-Cloud. Продолжается модернизация системы межведомственного электронного взаимодействия Түндүк, которая сегодня уже стала несущей конструкцией цифрового взаимодействия государства, бизнеса и граждан. Только за последний год количество операций в системе выросло кратно, и это означает миллионы сэкономленных человека-часов и значительное снижение издержек для граждан и предпринимателей. Но самое главное, меняется сама философия государственного управления. Хочу подчеркнуть, что несколько лет назад мною была поставлена задача перевода государственных услуг и управления в цифровой формат. И для многих это на тот момент казалось непростой задачей. Сегодня гражданин Кыргызстана может перерегистрировать недвижимое имущество, получить справку, оформить документы через мобильный телефон, не посещая ни одного государственного органа. На первый взгляд это вопрос удобства.
На деле это совершенно иная архитектура прозрачности государства. Мы последовательно сокращаем бюрократические процедуры, переводим процессы в цифровой формат и минимизируем человеческий фактор. И именно здесь искусственный интеллект становится нашим стратегическим инструментом. Приведу некоторые примеры. Безопасность на дорогах – это проблема, с которой сталкиваются все наши страны. Аварийность нередко связана не с качеством дорог, а с тем, как выдаются водительские удостоверения. Непрозрачные экзамены, человеческий фактор, в крайних случаях коррупция при получении прав. Именно поэтому в рамках реформы системы получения водительских удостоверений мы внедрили искусственный интеллект, инструменты контроля экзаменационных процессов, исключающие субъективное вмешательство. Это напрямую повышает безопасность на дорогах. Другой важнейший фронт – фискальная система. Мы успешно внедряем платформу AI Күзет, интеллектуальную систему налогового анализа нового поколения на базе мультиагентного искусственного интеллекта. Система выявляет мошеннические операции и расхождения по стоимостным и товарным показателям, анализирует цепочки поставок внутри Кыргызской республики, формирует риск-ориентированные профили налогоплательщиков. Там, где раньше требовались месячного ручного анализа, сегодня работает алгоритм. Аналогичные подходы работают и в таможне. Искусственный интеллект уже помогает нам извлекать данные из документов и классифицировать товары по номенклатуре внешнеэкономической деятельности. Алгоритмы обеспечивают беспристрастность процессов. И это только начало. Я убежден, что искусственный интеллект способен стать одним из эффективных инструментов обеспечения прозрачности и справедливости государственных процессов. Потому что коррупция возникает там, где решение принимается непрозрачно. Там, где существует пространство для субъективного усмотрения. Цифровые алгоритмы делают процессы объективными и подконтрольными обществу. Но, внедряя их, мы сталкиваемся с тем самым вызовом цифрового суверенитета. Тот, кто не управляет своими данными, не управляет своим будущим. А тот, кто зависит от внешней инфраструктуры, алгоритмов и систем защиты, остается уязвимым. Именно поэтому Кыргызстан делает ставку на развитие национальных искусственный интеллект решений. При этом мы прекрасно понимаем, что искусственный интеллект не имеет национальных границ. И здесь пространство Евразийского экономического союза обладает огромным потенциалом. Наши страны объединяет глубокая историческая общность, сильные научные традиции и общие экономические интересы. Объединив наши усилия в разработке совместных моделей, создании общих вычислительных мощностей и дата-центров, мы сможем стать не просто пользователями, а полноправными архитекторами глобальной цифровой повестки. Будущее начинается с наших людей. Мы целенаправленно вкладываем в образование и проводим реформы в этом направлении. Сегодня в Кыргызстане все школы подключены к высокоскоростному интернету. В университетах открываются программы по искусственному интеллекту, цифровому праву, современным IT-направлениям. Совместно с международными партнерами создаются центры цифровых компетенций для подготовки специалистов нового поколения. Потому что в современном мире главный ресурс – это уже не только природные богатства. Главный ресурс – это талантливые люди. Уважаемые участники форума, как мудро отмечал наш великий земляк, выдающийся мыслитель Востока Юсуп Паласагын, наука и разум – основа всех дел. Сегодня эта основа обретает цифровую форму. Мы с вами живем в исторический момент. Изменения, которые приносит искусственный интеллект, сопоставимы по масштабам разве что с промышленной революцией или покорением космоса. Но если тогда счет шел на десятилетия, то в сегодняшней цифровой гонке
счет идет на месяцы. Искусственный интеллект – это новый локомотив мировой истории. И от того, какие решения мы примем, зависит главное, окажутся ли наши страны в кабине управления этим локомотивом или же останутся стоять на перроне. Убежден, что доверие, общий опыт и стратегическое партнерство государств ЕС позволят нам вместе проложить успешный путь в это будущее. Благодарю за внимание вас. Благодарю, уважаемый Садыр Нургужевич. Прошло 108 лет со дня создания первого светского демократического государства на мусульманском Востоке – Азербайджанской Демократической Республики. 28 мая 1918 года была принята Декларация независимости, провозгласившая независимость Азербайджана. В АДР был принят трехцветный государственный флаг Азербайджана, сформирована национальная армия. Республика вернула Гяндже ее историческое название, и одна из первых в мире ввела избирательное право для женщин. В период существования АДР в Азербайджане был создан первый государственный университет. За короткое время было принято более 200 прогрессивных законов. АДР установила дипломатические отношения с рядом стран и была де-факто признана Парижской мирной конференцией. Однако республика просуществовала всего 23 месяца. 28 апреля 1920 года она потеряла независимость, оказавшись под оккупацией большевистской России. Азербайджан смог восстановить свою государственную независимость лишь в 1991 году. Однако настоящая независимость страны была достигнута в 1993 году, когда к власти по воле народа вернулся общенациональный лидер Гейдар Алиев. Сегодня Азербайджан переживает один из самых ярких и прогрессивных периодов своей многовековой истории. Страна воплотила мечты в реальность, добившись победы во Второй Карабахской войне и полностью восстановив свой суверенитет и территориальную целостность. В настоящее время успешно реализуется программа Великого возвращения на освобожденные территории. Современный Азербайджан – сильное государство, пользующееся авторитетом во всем мире. Именно о такой стране 108 лет назад мечтали основатели АДР. 28 мая в Азербайджане отмечают День независимости, один из самых значимых дней в истории. 108 лет назад, в 1918 году, было провозглашено создание Азербайджанской Демократической Республики. Это была первая демократическая республика во всем мусульманском мире. Азербайджанская Демократическая Республика просуществовала недолго, всего 23 месяца, до апреля 1920 года. Но за этот срок новое правительство смогло провести масштабные государственные реформы. Власти сформировали национальную армию, открыли Бакинский государственный университет, установили дипломатические отношения с европейскими странами и первыми в исламском мире предоставили избирательное право женщинам. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первый вице-президент Республики Мехрибан Алиева поздравили азербайджанский народ с праздником, разместив на своих официальных страницах в соцсети публикации по случаю 28 мая. В течение прошедших нескольких дней президенту Азербайджана пришло множество поздравлений от мировых лидеров. Все они отмечали мировой авторитет Азербайджана и дружеские связи. Президент России Владимир Путин в поздравительном письме подчеркнул, что Москва придает большое значение дружественным союзническим отношениям с Баку. Уважаемый Ильхам Гейдарович, примите самые теплые поздравления по случаю национального праздника Дня независимости Азербайджанской Республики. Москва придает большое значение дружественным союзническим отношениям с Баку. Уверен, что совместными усилиями мы сможем обеспечить дальнейшее развитие плодотворного двустороннего сотрудничества на различных направлениях. Американский лидер Дональд Трамп, поздравляя народ Азербайджана и президента с Днем независимости, отметил, что США с нетерпением ждут дальнейшего укрепления стратегического партнерства с Азербайджаном. Также свои поздравления с Днем независимости Ильхаму Алиеву направили китайский лидер Си Цзиньпин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Грузии, король Великобритании, президенты Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Франции и лидеры других государств.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 28 мая, в День независимости республики, уже по традиции посетил освобожденные районы Азербайджана. В Шужинском районе азербайджанский лидер посмотрел, как идут работы по восстановлению 50 домов в селе Бююк Галадареси. На первом этапе восстановлено 17. В село уже переехало 14 семей. С ними Ильхам Алиев провел теплую беседу. Президент поздравил жителей села с праздником и отметил, что сегодня Азербайджан имеет подлинную независимость, так как может проводить свою независимую политику. Сегодня в мире насчитывается около 200 независимых государств, но нельзя сказать, что все они действительно независимы. Мы являемся независимым государством в подлинном смысле этого слова, потому что мы сами вершим свою судьбу, проводим нашу политику, ни на кого не оглядываясь, во имя народа и государства, на основе защиты национальных интересов. Далее президент отправился в Ханкинди, где возложил цветы к триумфальной арке в Парке Победы, после чего принял участие в открытии капитально реконструированного культурного центра и одного из предприятий города. В этот же день Ильхам Алиев уже в Хаджалинском районе посмотрел, как идет капитальный ремонт домов, предназначенных для военнослужащих Министерства обороны. Также президент принял участие в открытии фабрики «Карабахский текстильный дом» в городе Хаджалы.